Часть вторая. Разбор должен произойти. Разбор лживой придуманной в 19 веке истории. Немного о грузинах и немного о нашем. Вы понимаете, почему я этим решил заняться? Я с самого начала этого ролика как сказал, что все абсолютно войны идут с прошлого. Они основаны на придуманной, все абсолютно войны, на придуманной истории. Вот кому-то хочется, если начинать войну, они придумывают историю, уверяют население о правдивости выдуманной истории и натравливают народ на народ. Кто это хочет, кто это разрабатывает. Вот так происходит. Я ничего против грузин не имею. И вот мой этот ролик сейчас, исходя из того, что я разочарован в том, что не увидел никакой отдушины от моего народа. Никакого стремления вернуть своего украденного предка, свое наследие. И теперь я хотел бы попросить нормальных грузин, кто хорошо относится к ироне, летинцам, хири, так называемым южным остинам. Таких немного, но они есть. Я уверен, что есть, наверное, и, скажем так, властимущие, да? Кто что-то может сделать. Просто вот разбор должен произойти, обязательно должен произойти разбор истории, исторических событий. Я уверен, когда люди сойдутся в разбирательстве того, что мы, Ирон, эретинцы, Ира, Хири, Гергер и так далее, там нас называли народ Дагестана еще с другими этнонимами, на своих интонациях, на своем наречии. YouTube, ты заблокировал несколько каналов. Вот. Я не рекламирую это говно, оно меня убивает, наоборот. Так вот, нужен разбор. Я уверен, если мой народ, Ирон Иры, не будет требовать разбора, то лучше нам бы собрать действительно вещи, потому что исторически известно. Никак родина у асов на Северном Кавказе. Осетии только на Северном Кавказе. Может быть, какие-то там хронисты, что я слышу там у нашего блогера Алана Айларти и так далее. Некое какие-то там историки именовали там с какого-то века, я не говорю, что этого не было, когда уже в принципе наш народ Ирон эретинцев Шах Аббас переселил в Сефевидию. Может, тогда уже часть территории Закавказья именовалась какими-то историками Осетии. Но мы-то сами свою родину называем Ир. Как вы не можете понять? Осетия здесь ни при чем, применительно к Цхинвальскому региону. Мы же сами называем Ир. Надо отталкиваться от реальной истории. От реальной истории. Если вы видите, что это реальная история Кахетии и Эретии,
этому надо изъявлять отдушину. Хотя бы стремиться оспорить, что это наша была история, что это наши предки были, а никого другого, не грузинский. У грузин Карту был. Карту они жили, Карту был придворный народ. Ничего не уничижительного, ну, скажем так, не воинский народ, не народ воин. Они были прислуги у ирон и летинцев. Ничего уничижительного я сейчас не говорю, это так было. Они были чрезвычайно талантливым народом, но не воином. Писари, монахи, не знаю, торговцы, музыканты. И жили при дворе, поэтому и Этноним у них двор, карту. Наш этноним. Мы назвали этот народ Карту исторически. Потому что он при дворе, поэтому Карту. Вот, понимаете, в чем дело. Так вот, я хочу попросить нормальных Карту. Исходя из того, что надо заканчивать эту войну. А никак не закончим эту войну. Никак. Если, конечно, не будет разбор истории. Я уверен, если произойдет разбор истории, мы помиримся. Народы грузин и ирон помирятся. Ирон, асон народ. И грузины смогут найти общий язык после разбора исторического. Кому принадлежала так называемая история Грузии. Это большое дело. Но это нужно сделать. Я это говорю прежде всего, если грузины хотят мира, грузинам. И прошу у них, чтобы они как-то вот, кто с уважением относится к ирон и летинцам, хири, так называемым Южным Остинам, к населению Цхинвальского региона, чтобы адекватно и объективно начали разбор исторического прошлого региона. Той же Иверии, той же Эретии. Вот. Я уверен, после разбора к нам, иронцам, совсем, ирам, совсем другое отношение будет. И нам, и Зигуронам, и иронцам, и ирам не надо будет враждовать с грузинами. Мы не собираем, мы не должны будем там предъявлять грузинам какие-то требования, что это наше все. Ну, как сложилось, так сложилось. Там Карту тоже входили в наше царство. Но они жили вместе с нами. То есть это как, скажем так, грузинское, но в основном наше. И это грузины должны понять, а мы должны за это бороться. Ирон, Ир, проснись. Какая Осетия? Осетия — это Северный Кавказ, это Дигурон, Асия, Кавказия, Скифы и Сарматы. Скифы и Сарматы видны. Часть нашего народа, часть нашей истории, часть истории второго субэтноса нашего. Чем вы присосались к этой скифской истории? У нас более древняя, более могущественная история. Иранская, настоящая, докавказская. Проснитесь, Ир, проснись. Не проснемся, не захотим, будем отвергать это. Лучше тогда собрать манатки
Ирон. Тогда, если это Осетия и Асия, да, если мы не будем, мы отвергаем собственный же этноним и топоним Ир и не настаиваем на том, что какие-то историки у нас просто уперли, украли наследие предков. Лучше, наверное, уехать там к нашей половине народа, где Гурон в Северном Осетии. Сказать это, ну, так, понимаете, никакой Осетии до там, какого-то там, ну, допустим, до Шахабаса, скажем так. Когда уже там все, там уже то, что в Грузии никогда не было. Никакой Кахети, Эрети, ничего не было. Это все была Сефевидия. Сефевидская провинция и Османская провинция Гюрдистана и османские провинции в Агриссе и в Эмирете. Так все известно. Ни разу не историк, ни разу не политик. Прислушайтесь ко мне. Заканчивайте эту войну. Нормальные грузины. Иронцы, проснитесь. Да, скифы, это очень круто. Но до кавказца иранцы, а именно до Кавказа, Кавказ очень короткий отрезок исторического времени. Много тысячелетий. Здесь был Иран. Иран, Ир, Ирети, Иристон. Это же прибавляется только топоформаты. Где академики наши? Что мы творим? Запомните, мы можем выиграть войну. Я не призываю даже такими словами. Нет, не то, что выиграть. Мы можем выиграть свое выживание, вот скажем так. Мы можем выиграть свой расцвет своего народа. Мы можем выиграть то, что мы не канем в вечность. Вот что мы можем выиграть. В общем, да благословит мои слова Аллах. Понимаете, без этого, наверное, никуда. Да благословит мои слова и информацию, которую я доношу до вас. Аллах, Илья, Илохим. Отец Иисуса Христа. Аминь. Заканчиваю, но не знаю, что еще. Я, наверное, даст Аллах, решил вести рубрику, зачитывать свои же комментарии, но я не знаю. Я не блогер, я не умею, я не забираюсь. Просто так зачитывать свои комментарии. Интересные, познавательные. Вы понимаете, в чем дело? В Грузии, я еще раз вернусь к грузинам. В Грузии очень многошерстный народ. Грузия ведет более 2 веков с нами. Не только чистки и геноциды устраивают нашему народу. Я говорю не про нормальную часть грузин. Ведут все больше 2 столетий с нами инфовойну, благодаря чему с нашего народа уходят даже без всего. Сами уходят. Так делают, что у нас окружающие. Тоже ингушский конфликт вызван этим недобросовестными грузинами. Их инфовойной. Там фейки эти, инфовойны ведут так, чтобы соседи нас все возненавидели. Вот. Вспомнить, чем занимался Гамса Ахурдин на своих митингах. Ну, с тех пор вот,
раньше, это и во время Жордании и так далее. Это инфовойна. Ты пришелец, ты у нас, ты приперся сюда, тебе здесь ничего не держит. Кто вы такие? Вы слабаки, вы бессовестные, приперлись, вы оккупанты, вы, как там еще называют эти. Вот это все распространяется, вы момтобаритоны, кочующие племена. Ой, бах. Да.